ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Средняя заболеваемость туберкулезом по России довольно высока. 80 человек на 100 тысяч населения. По Ухте показатель чуть лучше – 50 жителей. Для сравнения, в европейских странах на эту же цифру приходится лишь 5-6 заболевших. В этом году выявляемость осталась на том же уровне, что и в прошлом. Как утверждают специалисты, это хороший показатель. Длительное время туберкулез может проявляться бессимптомно, и в этом его опасность. Выявляется он в основном в общелечебной сети, на профосмотре либо при диспансеризации. И только в случае, если у человека крепкий иммунитет, туберкулезом он не заболевает никогда. Туберкулезом болеют люди с ослабленной иммунной системой. А сюда относятся у нас люди хроническими заболеваниями. Чаще всего это хронические заболевания легких, это хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Люди, которые страдают такими заболеваниями, как сахарный диабет, ВИЧ-инфекция и онкологические больные. Люди, находящиеся в группе риска, проходят более детальное обследование. В последнее же время появилась другая проблема – стал расти детский туберкулез. Многие молодые родители, начитаясь в интернете информацию какую-то, не консультируясь с врачами, отказываются от вакцинации БЦЖ. Я хочу сказать, что вакцинация БЦЖ, она, самое главное, что она делает, это она защищает ребенка от очень опасного туберкулеза, менингитного туберкулеза. Вакцинацию БЦЖ обычно проводят еще в роддоме на 3-5 сутки после рождения. Ревакцинацию в 7-летнем возрасте. В прошлом году от прививки отказывались единицы. В этом же количество отказников увеличилось в разы. Фтизиатры заверяют, что это чревато для ребенка страшными последствиями. Ведь для того, чтобы заболеть, достаточно всего 2-3 туберкулезные палочки. Переболев же менингитным туберкулезом, ребенок вряд ли когда-нибудь сможет вернуться к нормальной жизни. Если даже выживет, то до конца дней останется инвалидом.